Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я, Мартюшевская Татьяна Валерьевна, старший воспитатель МАДУ детский сад номер 88 города Сыктывкара, и моя коллега, старший воспитатель Руденко Татьяна Алексеевна, расскажем о новой современной технологии речевого развития детей дошкольного возраста «Речи плюс». Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определил новые направления в организации речевого развития детей дошкольного возраста, а также определил целевые ориентиры, то есть социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Таким образом, по требованиям федеральных государственных образовательных стандартов речевое развитие детей включает в себя следующие параметры. Это, во-первых, владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной, диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, а также фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой, аналитика синтетической активности как предпосылками обучения грамоте. Также речь включается в качестве важнейшего компонента средства общения, познания, творчества и имеет следующие ориентиры. Активно взаимодействует, то есть ребенок на завершение дошкольного образования должен активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. Ребенок должен способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, то есть сопереживать неудачам и радоваться успехам других детей, стараться разрешать конфликты самостоятельно. Ребенок может фантазировать вслух, играть звуками и словами, проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам людей, а также обладает начальными знаниями о самом себе, о предметном и социально-культурном мире, в котором ребенок живет. Таким образом, по сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения всех компонентов речи. В современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем, требующих решения. В последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих нарушение речи. При этом наблюдается количественные и качественные изменения в их развитии. Также надо отметить, что грамотная, развернутая, связанная речь теряет свою значимость, так как появились другие эталоны речи, которые используют современные дети. На это, конечно, повлияла и телевизионная реклама, и современные мультфильмы, и общение в социальных сетях, ну и прочие вещи. Ведущей тенденцией языкового развития современного общества является двуязычие и многоязычие, то есть это билингвизм и полилингвизм. Недостаточный уровень речевого развития дошкольника приводит в дальнейшем к школьной неуспеваемости, так как недостаточно сформированные в детском дошкольном возрасте структурные компоненты речи и составляющие психические функции оказываются наиболее уязвимыми в новых школьных условиях, требующих их максимальной мобилизации. На современном этапе традиционные методы обучения являются недостаточно эффективными и не соответствуют современным требованиям государства и общества.
В условиях, когда в минимальные сроки необходимо решить максимальное количество задач, перед воспитателем детского сада возникает необходимость использовать новые методы и новые технологии. Использование современных образовательных технологий открывает широкие возможности воспитания и обучения дошкольников. Немаловажно то, что по-настоящему инновационные технологии изначально строятся на компетентностном подходе и нацелены на результаты обучения, на будущее и нацелены на благоприятное будущее этого воспитанника. Как же построить работу с детьми, чтобы научить их думать, анализировать, проявлять инициативу и самостоятельность, находить и обобщать информацию, делать выводы. В современных условиях использовать в работе с детьми методы, направленные на развитие творческих способностей и коммуникативных навыков, необходимых для успешного обучения в школе, мы можем рассказать об одном интересном опыте работы нашего детского сада. То есть это вот технология Речь Плюс, которая помогает решать следующие задачи. Формировать речевую функцию детей, развивать речевые и творческие способности, активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, воспитывать в ребенке желание самому активно участвовать в процессе становления всех компонентов речи, а также позволяет объединять усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по развитию речи детей, широко использовать родительский потенциал, стимулировать совместную, продуктивную, творческую деятельность детей и их родителей. Развитие речевых способностей наряду с интеллектуальными составляет основу построения программ дошкольного обучения. Это обусловлено тем, что речь и степень его развития является критерием оценки умственных способностей ребенка. Речевое развитие по федеральным государственным образовательным стандартам включает в себя это и навыки владения речью как основным средством общения и культуры, это расширение имеющегося словаря, предназначенного для активного практического применения в речи, это и ориентация на развитие грамотной речи, построение верных диалогов и монологов, а также формирование творческих речевых навыков. И сегодня мы хотим рассказать о том, как вот эта новая современная технология Речь Плюс помогает решить все перечисленные задачи и познакомить вас с замечательным дидактическим комплектом материалов для организации полноценного и эффективного речевого развития. А сейчас я хочу передать слово своей коллеге Татьяне Алексеевне. Она подробно вам расскажет о том, из чего состоит дидактический комплект, коробка Речь Плюс, речевое развитие в детском саду, а также подготовила для вас несколько видео, как воспитатели работают с детьми с помощью материалов вот этого замечательного комплекта Речь Плюс. Ну что ж, передаю слово Татьяне Алексеевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вам сегодня расскажу о современной технологии развития речи у детей дошкольного возраста. Это технология Речи Плюс, речевое развитие в детском саду. В настоящее время развитие речи детей остается одной из актуальных проблем современного дошкольного образования. И определяющим моментом в успешной решении задач развития речи детей дошкольного возраста является правильный выбор педагогических технологий, которые были бы не только адекватны возрастным возможностям детей, но и обеспечивали возможность легко решать речевые задачи в разных формах работы с детьми. Организация речевого развития детей в образовательной деятельности предусматривает поиск эффективных технологий развития детской речи. Педагогические технологии – это система методов, способов, приемов обучения, образовательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет динамичных изменений в личностном развитии ребенка в современных условиях.
Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка считается богатство его речи. Поэтому нам, педагогам, важно поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей дошкольников. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи и формирования культуры речевого общения. Это очень трудоемкая работа, требующая определенной системы и терпения со стороны педагога к подбору наиболее действенных технологий и методов обучения. Дошкольники большую часть времени проводят в детском саду, общаются с воспитателем, со сверстниками, учатся у друг друга многому, в том числе и культуре речи. Для того, чтобы полноценно организовать работу по речевому развитию детей, можно организовать ее с помощью технологии речи плюс речевое развитие в детском саду. Технология речи плюс речевое развитие в детском саду – это дидактический комплекс материалов для организации полноценного, грамотного и эффективного речевого развития детей дошкольного возраста, которое позволяет гибко и эффективно организовать работу по развитию речи с детьми. Технология речи плюс речевое развитие в детском саду включает в себя дидактические пособия. В состав комплекта входят материалы для педагога и для детей. Остановимся на материалах для педагога. Это в первую очередь методические рекомендации. Раскрывают содержание работы с материалом, рекомендации по речевому развитию дошкольников, ведению педагогических наблюдений и проведению диагностики, организация игр, упражнений и заданий. Далее это карточки для педагогов. Описываются игры и задания со всеми материалами комплекта. Указывает содержательный раздел, к которому относится игра, задачи, на решение которых она направлена, возможные формы работы и ориентировочный возраст детей. Далее на слайде вы видите журнал наблюдений для записи наблюдений за развитием каждого ребенка. И компакт-диск содержит материалы для распечатки. На следующем слайде вы видите материалы для детей. Это речевые тетради для детей. В тетрадях представлены игры и задания на развитие языковой системы, слушание, говорение, чтение и письме. Тетради можно использовать непосредственно в образовательной деятельности, также в индивидуальной и самостоятельной деятельности детей. Диагностические материалы для детей. Тетради предназначены для диагностики уровня развития детей. Далее мы с вами поподробнее остановимся именно на игровом пособии. Перед вами речевые кубики. В них входят 10 мягких кубиков 4 цветов. 3 красных обозначают действующие лица, семья, профессии и фантастические животные. 2 зеленых кубика обозначают предметы, с помощью которых можно передвигаться, транспорт и волшебные предметы. 2 синих кубика обозначают время, место действия и погоду. 3 желтых кубика – придание выразительной речи, освоение пространственных предлогов, а также выражение и понимание эмоций. Изображения на кубиках подобраны так, что позволяют составлять словосочетания, предложения, а также составлять рассказы. Речевые кубики позволяют решать множество задач от расширения и активизации словаря до составления длинных историй и выразительности речи. Следующее – это речевые поля, времена года. Они представлены в виде 4 полей, на которых изображены 4 времени года. Местность, персонажи и животные. Люди и животные на карточках одни и те же, что позволяет сравнивать и прослеживать изменения, происходящие в разные времена года. Поля предназначены для устных речевых игр с детьми, составления словосочетаний, предложений и составления рассказов. Далее перед вами детская типография. В набор входит 84 деревянных штампа, буквы русского алфавита и знаки препинания, штемпельная подушка и рабочая тетрадь. Разный уровень сложности позволяет работать с детьми от 3 до 7 лет и решать множество задач, связанных с восприятием и воспроизведением речи. Ребенок с помощью штампов знакомится с буквами, учится составлять слова и печатать их. Дети
могут создавать открытки, плакаты, детские газеты и журналы. Далее слоги животные. Набор состоит из 28 карточек с изображением животных. Всего 64 фишки слогов. Набор предназначен для знакомства со слоговой структурой слова. Далее пазлы сказки. В комплект входят 28 карточек с изображением русских народных сказок. Это теремок, колобок, репка, курочка ряба. И есть альтернативные герои. А еще есть карточки со знаком вопроса, которые можно использовать, придумывать начало, середину и конец сказки. Материал предназначен для рассказывания знакомых и собственных сказочных историй. Далее слова-антонимы. В набор входит 40 карточек и 20 пар слов антонимов, на обороте которых написано слова, подсказка для взрослых или детей, уже умеющих читать. Материал предназначен для знакомства детей со словами-антонимами, для согласования прилагательных с существительными и составления предложений. Слова-обобщения. Набор состоит из 130 карточек, которые делятся на 3 большие родовые группы: мир животных, мир растений и предметный мир. В каждом роде 6 видов. Мир растений обозначается зеленым цветом и включает ягоды, деревья, фрукты, овощи, цветы и травы. Мир животных обозначен коричневым цветом и представлен дикими домашними животными, дикими и домашними птицами, насекомыми и рыбой. Мир предметов имеет синий цвет и включает одежду, обувь, посуду, мебель, бытовую технику и игрушки. Но не только цвет, но и узор на обратной стороне карточек обладает возможностями для самопроверки. Данная игра решает задачи из раздела словарь, грамматика, восприятие и воспроизведение письменной речи. Далее фотокарты, звуки и слоги. Набор фотокарт для игр и упражнений на развитие речевого слуха и фонематического восприятия. В ходе игры дети определяют количество звуков в слове, количество слогов в слове, рифмуют слова предмета и слова действия. Далее это набор букв, цифры и знаки препинания, элементы букв, магнитно-маркерный планшет и рабочая тетрадь букв. Набор букв представлен в виде магнитно-маркерного планшета, как я уже сказала, мягкими буквами, цифрами и знаками препинания. В рабочей тетради представлены задания для работ с магнитными буквами, с элементами букв и универсальные задания. Каждый блок заданий имеет свой уровень сложности. Данный комплект предназначен для ознакомления с буквами и освоения навыков составления слогов, слов и предложений. И перед вами трафареты, предназначенные для детских печатных и оформительских работ. А сейчас я вам предлагаю посмотреть небольшие видеоролики, как же в нашем детском саду педагоги используют технологию Речи Плюс в образовательной деятельности. Сегодня, детки, мы вспомним с вами сказку про колобка. Колобка. Жили-были кто? Дед и бабка. Попросил дедушка у бабушки что? Испеки мне Колобок. по сусекам бабка поскребла, муки набрала и испекла. Колобок. Поставила колобок на окошко, чтобы он остыл немножко. А что колобок сделал? Посидел и Покатился. покатился. Катится. И кого он повстречал? Зайчика. Давайте по очереди какие писать. Что зайчик говорит колобку? Я себя съем. В ответ? Я к себе песню спою. Я колобок, я не колобок. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от... И от тебя?
Увижу. Потом кого он увидел? Волка. Волка. Вот, волка увидел. Что волк сказал Маше Колобку? Я тебя съем. А Колобок ему в ответ? Не ешь меня. Я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, я румяный головок. Я от дедушки усов, я от бабушки усов, я от зайца усов. Я Тебя. уйду Что сделал? Погодился. дальше и увидел медведя. Медведя увидел. Медведь. Медведь сказал что? Я тебя съем. А Колобок в ответ? Нет, меня. Я тебя. Песенку спою. Я колобок, колобок, я румяный колобок. Я от дедушки усов, я от бабушки усов, я от зайца усов, я от волка я усов. А медведя уйду. И покатился дальше. А навстречу ему Лисичка. лисичка. Что лисичка говорит? Я тебя съем. Не ешь меня. Я тебе Песенку спою. Я колобок, колобок, я румяный колобок. Я от дедушки усов, я от бабушки усов, я от зайца усов, я от волка я усов, я от медведя усов, я я тебя, лиса. уйду. А лисичка у нас какая? Хитрая. Что она сказала Колобку? Дай мне на носик. Колобок сел на носик лисички и и съела Колобка. Тут и сказки конец. Слушай, молодец. В этом видеоролике мы с вами посмотрели детей 3-4 лет, пересказ знакомых сказки по пазлам. В этом возрасте малыши уже научились логически мыслить и делать собственные выводы о предметах, с которыми познакомились в процессе игровой деятельности. Главной особенностью развития речи 3-4-летних детей является способность к активному общению с людьми. Они говорят даже тогда, когда им сложно выговаривать предложения, состоящие из длинных конструкций. Так, предлагаю вашему вниманию следующий видеоролик. Смотрите, детки, две тарелочки. На одной тарелочке у нас что это такое? Овощи. Овощи, правильно, Соня. А на другой тарелочке что у нас, Гриша? Овощи? Фрукты, конечно. Посмотри, Сонечка, ты на эту тарелочку соберешь все овощи. А ты, Гриша, что соберешь на этой тарелочке? Как называется? Фрукты все, да? Давайте собирайте. Что это такое, представь? Яблочко, правильно. А ты, Сонечка, называла это что? Что это такое? Свекла, хорошо, дальше. Вот, правильно, поставила ручку. Груша, что это? Груша, конечно, груша, правильно. Это что, Соня? Капуста, молодец. Видишь, это что? Апельсин, уже молодец. Соня, это у тебя? Нет. Банан, конечно, тоже фрукт. Соня, это что ты берешь? Что? Огурец. Это что? Ананас, правильно. Это, Сонечка, что ты берешь? Морковка, хорошо. Это, Гриша, что у тебя такое? Лимон. Все. Гриша все фрукты положил на тарелочку. Ну, у Сонечки осталось. Что это, Соня? Картошка. И что еще? Смотри, что это такое? Что? Помидорчик, да? Посмотрите, на одной тарелочке что у нас? Овощи. А у Гриши что? Давай повторим, Соня. Что это такое?
Капуста это. Морковка это. Огурчик, огурец это. Помидор это. Свекла, а это? Молодец, картошка. А у Гриши на тарелочке что? Фрукты. Это что? Хорошо, это? Банан. Это? Молодец. Это что такое? Груша. Это? Яблоко. А это? Видите, какие мы молодцы, да? На одну тарелочку мы собрали овощи, а на другую тарелочку собрали фрукты. Умницы. На этом видеоролике мы посмотрели детей второй младшей группы, дети 3-4 лет. Дети вместе с педагогом повторяли фрукты и овощи с помощью слов обобщений. Следующий видеоролик вашему вниманию. Сколько у нас картинок, да? Разные картинки. Посмотрите, это что нарисовано? Рука, да? Она какая? Красивая, чистая, да? А у тебя какая рука, Соня? Грязная. Ну-ка, соедини. Получилось? Эта рука какая, Вика? Чистая. А эта рука какая? Грязная. Посмотрите. А тут мальчик какой? Грустный. Соня, грустный? Ты согласна? Грустный. А давайте найдем какого мальчика. Это что такой мальчик? Веселый? Этот мальчик грустный, а это какой, Соня? Хороший, да, я не сомневаюсь. Этот грустный, а это, смотрите, улыбается. Он какой? Веселый, да? Это мячик. Большой мячик. Положи туда, Сонечка. Большой мячик. Большой мячик. Ну-ка, посмотрите. Тут большой мячик. А это какой мячик? Маленький мячик. Хорошо. Посмотрите, это что такое? Тортик какой у нас? Черный. Еще какой может быть? Еще какой вкусный. Горький, сладкий, соленый. Какой тортик? Белый. Сладкий или соленый? Вот этот торт, как ты думаешь, какой сорт? Сладенький, наверное? Сладенький. Тортик сладенький. А что у нас тут такое есть? Не сладкое. Что? Посмотрите. Ну-ка на картинке что? Это что такое? Что это такое на картинке? Вика, это что на картинке нарисовано? Лук он какой? Горький. Слезки плачут, да, глазки плачут, слезки идут. Тортик у нас сладкий, а лук горький, да, горький. Еще, что тут у нас какие картинки есть? Ну-ка посмотрите. Это что такое? Как это называется? Папа, наверное, поднимали. Это что? Гиря, она какая? Тяжелая, конечно, тяжелая, да? Тяжелая гиря. А что такое? Гиря тяжелая. А что у нас не тяжелое? Ну-ка посмотрите, очень. Ну это тоже не тяжелое. Ну-ка посмотрите, подходит картинка? Не подходит. Подумай. Что? А вот это что такое, Сонь? Что это? Что нарисовано? Ну, птичка такая, что это? Как называется? Ёрышко, да? Ну какое, Соня? Как ты думаешь? Если гиря тяжелая, то перышко на какое? Легкое? Легкое, да. Карандаш, да, нашла какой он? Большой, длинный, да? Длинный карандаш. А это какой карандаш? Короткий, Соня, правильно, короткий. Нет, умница. А что у нас еще осталось? Ну, а это что такое? Это что? Он какой? Горячий. Огонь горячий, хорошо. Что у нас противоположно огню? Тут пусто, правильно, кувшин пустой, да. А противоположно огню что? Снежинка, она какая? Типа холодная снежинка? Вот если прикоснешь, она холодная? А огонь какой? Горячий. Вот Соня сказала, кувшин какой?
грязный, да, сок на ней, да, давайте повторим. Рука чистая и грязная. Мальчик грустный и веселый. Мячик большой и маленький. Торт сладкий, да? А лук какой? Горький. Гиря какая? Тяжелая. А перышко? Молодец, Соня, конечно, легкая. Карандашик длинный, а это короткий. Огонь какой? А снежинка? Холодная. Один кувшин какой? Полный. Полный. Молодцы. Лимонный сок, да? Молодцы, девчонки, умницы. В этом видеоролике мы с вами посмотрели знакомство со словами-антонимами, слова противоположные друг другу. Далее мы с вами посмотрим видеоролик следующий. Ребята, мы сейчас с вами поиграем в игру, называется «Волшебный мешочек». Здесь спрятанный предмет. Сейчас каждый из вас сюда засунет руку, пощупает предмет и должен будет угадать, что это такое. Хорошо? Договорились? Пощупай. Здорово. Мячик. Мячик. Какой он? Круглый. Хорошо. Еще какой? Колючий. Да? Какой? Посмотрим. Ой, правильно, молодец. Умничка. Слушай, давай теперь ты. Шишка? Точно? Какая она? Колючая, более тебе ручку, да? Теплая, холодная? Тепленькая такая, да? Молодец, правильно. Вика. Нет. Кубик. Какой он? Разноцветный, да? Ну ладно, наверное, еще какой он? Холодный, теплый? Да. Кубик, хорошо, так, и гречь, может, что ли теплее попадется, ну-ка, солнце. Что это? Ракушка, как ты догадался, что это ракушка? Потому что она холодная, да? Молодец, правильно. Всем известно, что игры и игрушки являются интересным и увлекательным видом деятельности для многих детей. С помощью дидактических игр маленький дошкольник тренирует память, внимание и учится логически мыслить. В процессе игровых занятий ребенок даже не замечает, как самостоятельно развивает речь, обогащая его новыми, более сложными словами. Так, далее посмотрим с вами следующий видеоролик. Дети 4 лет. Игра «Выложи узор с помощью магнитных элементов». Здравствуйте, мои дорогие дети. Ася, Леся, Варечка. Мы с вами сегодня будем играть. Ну а что же мы с вами поиграем? Кто посмотрит, что у нас на столе лежит? Это что? Листки бумаги, да? А это как вы думаете? Что это? Да, это элементы букв всякие разные, да? А на листе что у вас нарисовано? Ася, что у тебя нарисовано? Гусеница, похоже на гусеницу. Есть, а у тебя что нарисовано? Что это? Цветы. А, цветы, молодец. Варечка, у тебя? Бабочки. Точно, бабочка и трава. Ну а давайте мы сейчас с вами будем использовать наши магнитные элементы, только правильной стороной. Помним, что мы вот этой черной стороной мы ставим вниз, а цветная сторона, чтобы у нас была сверху, правильно? И вот тоже эти элементики мы тоже используем и вставляем, да? Так, правильно ставим. Итак, девочки, начинаем. Если какая-то будет помощь, я вам буду подсказывать. Ася, что у тебя получается? Точно, похоже на дорожку. А у тебя Валя какая появляется? Бабочка. Какая красивая бабочка. С крылышками, да?
Видишь, что это? Видишь? Так, если это один туда, что получается? Вот такие всякие. Цветы, а это у него что? Лепесточки, листочки? Ну что, а если не подошли детали, да? Нужно покороче найти или подлиннее? Короче, или подлиннее? Короче, да? То есть вот эти синие детали, они такие короткие или длинные? Ася? Это вот эти фиолетовые короткие? Маленькие, короткие. Спрятать. Варя, а ты короткие здесь взяла, усики бабочки, или длинные? Короткие? Леся, ты можешь цветочку лепесточки сделать. Из чего мы будем лепесточки делать? Это что такое? Как буковку ты сказала, похож, да? Или где буковку, да? Спрямила, то есть перышко, правильно. Вот. Опять это что такое? Перышко, правильно. Молодец. Какого цвета у тебя лепесточки получаются? Зеленый, правильно. Ася, что ты ищешь? Ножки коротенькие, да? Вот посмотрим, давай по цвету. Смотри. Ну, тогда не выглядывай. Что это туда ложили? Ножки, правильно. Давай я тебе чуть-чуть помогу. А ты мне скажешь, нашли или нет? Нашли? Правильно. Еще здесь посмотрим. Я нашла? Нашла. И что здесь еще где? Все, правильно. А чего не хватает? Что внутри сердцевинка у цветочка. Из чего мы будем его делать? Давай поищем сердцевинку. Ага, это у тебя... Ты что сейчас будешь собирать, Варя? Что это, Варя? Трава. Какого цвета трава? Сделала? О, а еще вот ты самую сердцевинку нашла. А еще что-то там нужно, Лиса? Что? Вот правильно. Из чего будем делать? Какого цвета это для меня? Ну, правильно. Давай. Голубой. Умничка ты, наверное. Ой, Асенька, что у тебя такое появилось? Из букв что получилось? Что это? Из букв что получилось на небе? Как будто бы что похоже? Да? На это все похоже? О, Варя, ну что, у тебя вся травка получилась, да? Все детальки нашлись. А, ты что ты сейчас будешь делать? Какого цвета полосочки делать? Правильно, синего. И что, как у тебя сейчас получается? Правильно. Бабушка? Молодец. Ну что, Варюша, как ты думаешь, у тебя все готово? Как у меня получилось? Пудер у нас получился? Ну-ка сейчас расскажи, что это у нас, ты сказала?
девушки, так, это на небе что у нас такое? Бабочки. А что здесь ярко светит? Солнышко. Солнышко. А солнышко какое у нас получилось? Разноцветное. Красивое, да? И бабочки у нас тоже какие? Разноцветные, красивые. Молодец, Валя, умничка. У тебя очень красивые картины получились. Так. Ой, а у тебя уже почти готово. Ну-ка, давай здесь у Вали поищем. Может, здесь? Валя тебе помогает. Спасибо, Валюша. Все? Что? Так, какой у нас ребенок получился? Кто это? Гусеничка. А гусеничка идет где? По дорожке. А на небе у нас облачко. А гусеничка у нас какого цвета основной? Ножки. Ножки голубые или красные? Хорошо, голубые ножки. А у тебя? Ой, у тебя уже красивая картина получилась. Леся, что это у тебя? Это шарики. Это цвет яйца. Это у тебя какого цвета получилось? Зеленого. Фиолетового. А селенка? Голубая. А ножки? Красные. И светлые. Правильно. Молодец, светлые. Когда у тебя цветочки какие получились? Разноцветные? Да. Разноцветные. Девочки, вам понравилось складывать узоры? Да. Спасибо вам большое. Вот в данном видеосюжете дети на основе готовых шаблонов составляли узоры и небольшие картинки. Учились описывать получившийся узор либо картину. Далее я вам предлагаю посмотреть детей старшей группы 5-6 лет игра с речевыми кубиками. Давайте посмотрим, что на нем изображено. Смайлики, вот это злость, вот этот смайлик, улыбчивый. Значит, веселый, да? Удивление, давайте с вами удивление попробуйте. Уже глаза открыли, да? Вот мы удивляемся. Вот это что значит смайлик? Глазки опусти, да? Еще руки, да, у нас идет. Молодцы. А вот это что значит? То есть еще даже больше, чем грусть, если плачет, да? Горе, может, трагедия, может, таким надо совсем больше, чем печаль изобразить. Грусть. Итак, мы сегодня с вами попробуем поиграть. Этот кубик означает эмоции. И мы будем с вами говорить так, как покажет нам пиктограмма, которая работает. Ну, для начала давайте потренируемся. Мы скажем, как нас зовут. Вот, я первая вам покажу. И выпало со злостью сказать. Я сейчас это попробую. Меня зовут Елена Александровна. Когда мы злимся, мы как делаем? Да? Морим лоб, строгое лицо. Даже страшно стало, ну вот, какая я могу быть. Да? Давайте теперь тоже попробуем. Давайте попробуем, Растёнок, ты попробуй. Выбрасываем, ставим руку. С улыбкой, значит, да, тебе надо сказать? Кстати, как ты говоришь?
посчитать? Все хотят посчитать. Давайте я выберу, кто из вас посчитает. Случай выбери, да? Я глаза закрываю. Стрелка, стрелка по коже, а потом оставим на месте. Да нет, на Олю. Оля начинает, а потом, значит, по кругу, да? Нет, Оля теперь будет придумать предложение. Давай. Придумай предложение, а потом будешь бросать вперед. Какое число мне скажешь? Привет, мама, да? Бросай сначала привет. Печально тебе надо сказать это. Привет, мама. Привет, мама. Популярация. Давай еще раз попробуй. Веселее. Молодец. Попробуй. Весело. Горит звезда. Молодец. Мамочка, сначала приглашение придумай. А потом будет говорить возможности, да. Ух ты. Давай, Сергей, придумай приглашение сначала. Удивленно, да? Я хочу, чтобы мне дали игрушку. Ну, то не удивленно. Я думаю, что это Просто можно сделать. да. Ну, тогда попробуй удивленно. Я очень Вот, да. Я хочу, чтобы мне дали игрушку. Ну, почти получилось. Дальше. Я хочу, чтобы мне дали игрушку. Я хочу, чтобы мне сегодня дали игрушку. Умничка. Здорово. Молодцы. У вас очень хорошо получилось. Прекрасно. Ну, вы не встали? Может, немножко поиграем? Нет, давайте. Давайте. Давайте просто развернемся, а то, что вы уже не стали. Давай, Олечка знает, какую-то игру нам хочет предложить. Мы не против? Давай, Оля, как ты хочешь? Давай, покажи. Нельзя кружиться и топать, а все остальное можно делать, да? Так, а что ведущий будет вам предлагать? Что он должен предложить? Милана, может предложить любое действие, кроме как кружиться и топать, да? Ну давай, Милана, предлагай, что? Да? Как мы будем заниматься, кроме топать и кружиться? Прыгать. И попрыгали за ней. Так. Милана, передавай, кто сейчас нам действие предложит? Соня. Что мы сможем? Как размяться? Попрощайся, вечером замнем. Здорово, кому передашь эстафету? Кто следующий придумывает? Настя, давай придумывай. Что мы сделаем? Как это делать? Ну вот, она предложила ножку достать. Ну и Сашечка осталась. Давай, Саша. Что мы будем делать? Давай. О, потянулся высоко, да? Хорошо, Саша. Спасибо. Да, и Оля. Упражнение зарядки на кого? В сторону, да? Ну что теперь, не уставшие? Вот и веселые, уставшие тогда. Да ничего страшного, мы же можем А Сонечка тебя пропустит побиться, Соня, Оля пропустит тоже. Ну вот, ребята, девочки, большое спасибо. Мы сегодня здорово поиграли, мне очень понравилось. Вы так эмоционально, выразительно говорили все свои предложения.
В другой раз поиграем в нее? Да? Хорошо. И с другими детками, да. В другой раз я вам еще могу предложить поиграть и произнести короткие стихи, которые написала Агния Барто. Вы их все знаете. Да? Про зайчика, про мишку. И эти стихи мы будем уже произносить вот с такой эмоцией. Попробуйте, не боитесь? Нет, смелые девчонки. Ну что же, а теперь пора играть с вами. Пойдемте? В данном видеоролике дети вместе с педагогом формировали выразительность речи, выражали свои эмоции и развивали фантазию. Так. И мы с вами посмотрим еще один видеоролик. Здесь уже у нас дети представлены, дети подготовительной группы 6-7 лет. Дидактическая игра «Чепуха». Детки, посмотрите, пожалуйста, на картинку и скажите, что тут делают мальчик с девочкой, Дима и Дина? Что делают? Ну, что делают? Посмотрите. Ева. Я не сказала читать. Что делают? Они играют. Играют. Во что играют? Кубиками играют, да? Какую-то игру. Так вот, игра называется чепуха, в которую они играют. Вот. А скажите мне, пожалуйста, что такое чепуха? Вы знаете это слово? Нет. Нет? А как думаете, что оно означает? Ерунда. Так. Ерунда. Что? Что-то ненужное? Так, сами подумаем. Как думаешь? Ну, давайте тогда попробуем мы ответить на этот вопрос в конце игры. Игра называется чепуха, еще раз повторяю. Так, посмотрите, у нас здесь нарисованы кубики, да, красный, зеленый, желтый. Желтого у нас нет, у нас есть. Итак, я расскажу, как нужно играть в эту игру. Берем кубики. Так, на кубиках остались цифры. Итак, посмотрите, красный 2. Так, зеленый, подайте мне, пожалуйста. 1. А у меня 5. Так, а вот это вот 5, да? Так, посмотрите, на этих кубиках мы должны прочитать, что соответствует этим цифрам. Да? Вот посмотрите, под цифрой 2 красное, что написано? Паук. Так, под цифрой 1 зеленая. Да, ну-ка, прочитаем. Едет. Едет, да? Едет. Получилось. Паук едет. На чем едет? Амина, прочитай. Или Катя умеет читать? Я умею. Ну, читайте все. Нет, На зоне. Ну, потому что ты прочитал под цифрой 1. А у нас же цифра 5. Это мы с вами пробную игру. Что получилось? Паук едет на тарелке. Такое бывает? Нет. Это просто чепуха. Да? Так, вот поэтому эта игра называется чепуха. Итак, можно, конечно, играть и с таким кубиком, по очереди бросая его. Эту игру вы сможете поиграть с друзьями своими. Так, а теперь давай, Катя, ты начинай бросать первое. Далеко не разбрасывай, чтобы не разбросать. Так, да. Катя, давай пусть Катя разложит, у тебя 4, раскладывай так, по кубикам. Не, вот 3. Вот. Ну, хорошо, читай, Катя, что получилось? Нет.
у себя тоже читайте. А это? Читай. Улитка. Что получилось? Суп. Киснет, как улитка. Чепуха. Да, чепуха. Ну, давай, Ева. Так, 2 делаем. 5. И 2. Читай. Паук. Паук. Паук спит. Паук спит на тарелке. Паук спит. Ну, так можно. Чепуха. Паук может спать на тарелке? Нет. Вообще. Ну, если Правда? садиться туда. Не может же быть такое. Ну, конечно, не на постельке, но все равно такое бывает. Это тоже можно сказать. Не совсем чепуха. Так, Нина? Катя, подними, пожалуйста. Так, давай еще раз. Только аккуратно, не попади. Так, 1, 6. 5, 1. Читай. 2. Полы Чепуха. Чепуха. Катя, бери давай. Вот это чепуха. Веселая игра? Так. Бери, Катя. 3. Читай, Катюша. Так, плюс летит лопатой. Чепуха. Теперь Давай. Читай. Дима спит. Крокодила. Мы посмотрели с вами дидактическую игру «Чепуха». Дети закрепляли навыки умения читать в игровой форме, расширяли словарный запас и развивали фантазию. Таким дидактическим пособием мы пользуемся в непосредственно образовательной деятельности, а также индивидуальной и самостоятельной работе по развитию речи. Детям очень нравятся игры и задания, увлекательные и познавательные. Детям все время хочется узнать что-то новое для себя, поиграть в интересные игры и задания, вместе обсуждать, анализировать, находить правильные решения и радоваться правильному ответу. Игра создает благоприятные условия для активизации речевой и познавательной деятельности. То, что для ребенка захватывающие занятия, для педагога прекрасное поле для развития у детей коммуникативных навыков, расширения словарного запаса, первых упражнений в чтении и в письме. Таким образом, задача педагогов в том, чтобы создать условия каждому ребенку для овладения разговорной речью, выбрать такие технологии, методы и приемы обучения, которые позволили бы ему проявить свою речевую активность, совершенствовать умения и навыки по развитию речи. Надеемся, что наша информация будет полезной для вас и пригодится в вашей работе. Творческих